Если вы недавно начали лечение кандиды в организме, соблюдаете антикандидную диету, отказались от алкоголя и перестали употреблять глютен, но неожиданно чувствуете себя хуже, чем раньше, тогда вы можете испытывать симптомы отмирания кандиды. Они могут включать вялость, головные боли, туман в мозгу, тошноту и многое другое. Состояние может выглядеть словно грипп или ОРВИ, а также как сезонная аллергия. Другое название для этого явления – реакция Герцгеймера или реакция Яриша-Герцгеймера, которая является негативной реакцией на эндотоксиноподобные продукты, высвобождаемые в результате гибели вредных микроорганизмов, живущих в теле человека. Что такое эндотоксины? Это токсины, обнаруженные в клетках бактерий, которые выделяются при распаде клетки. Они заставляют иммунную систему усиливать аутоиммунные реакции и воспаление и, следовательно, могут способствовать развитию ряда симптомов и даже заболеваний. Вы, наверное, задаетесь вопросом, как долго длятся симптомы отмирания кандиды или реакции Герцгеймера? И что можно сделать, чтобы помочь справиться с симптомами? Ниже мы рассмотрим типичную временную шкалу лечения кандидоза, которую вы можете ожидать, а также естественные способы сделать симптомы более терпимыми. Кандида – это грибок, который обычно живет безвредно в небольших количествах в организме людей, чтобы помочь пищеварению и усвоению питательных веществ, но когда его слишком много, он может разрушить стенки кишечника и попадает в кровоток. Затем он выпускает токсичные побочные продукты в организм, вызывая нечто, известное как синдром негерметичных кишок. Одной из основных причин заболевания и дисфункции, что составляет по крайней мере 50% хронических жалоб, которые были подтверждены в лабораторных тестах. Если иммунная система не функционирует должным образом, кандидоз-инфекция может даже мигрировать в другие участки тела, в том числе кровь, мембраны вокруг мозга и мембраны сердечной мышцы. Большую часть времени здоровые бактерии в кишечнике способны поддерживать уровень кандида под контролем. Есть определенные факторы, которые могут заставить их количество выйти из-под контроля, в том числе потребление много алкоголя, диета с высоким содержанием сахара и рафинированных углеводов, большого стресса и прием антибиотиков, которые убивают слишком много хороших бактерий, или прием оральных контрацептивов в сочетании с некоторыми другими факторами. Кандидогипертрофия – диагноз, который очень трудно диагностировать, так как он стремится представить себя по-разному в организме разных людей, но есть определенные признаки того, что вы столкнулись с чрезмерно быстрым ростом количества кандиды. 1. Истощение и усталость. Одним из наиболее распространенных признаков кандидозного дисбаланса это чувство усталости и переутомления большую часть времени. Если это вы чувствуете, независимо от того, сколько часов вы спите, необходимо обратиться за врачебной консультацией. 2. Пищеварительные проблемы. Стойкие кишечные проблемы, такие как вздутие живота, газы, запор, спазмы желудка или диарея, явные признаки того, что что-то происходит в пищеварительном тракте. Одной из причин может быть недостаточный уровень полезных бактерий, которые могут быть результатом колоний кандиды. После того, как кандидоз-инфекция была устранена, пациенты испытывают значительное облегчение и избавление от хронических кишечных проблем. 3. Перепады настроения, раздражительность и другие расстройства настроения. Резкие перепады настроения, раздражительность, депрессия, тревоги и панические атаки также могут быть симптомами большого количества кандиды. Кандидоз может повлиять на нервную систему. Это потому, что значительная часть производства гормонов в организме происходит прямо в желудочно-кишечном тракте. На самом деле от 90 до 95% серотонина, гормона хорошего настроения, производится здесь. Когда уровни кандидоза выходят из-под контроля, они подавляют выработку важных нейромедиаторов, как серотонин, и без достаточного количества серотонина тревоги, депрессии и другие психические расстройства происходят часто. Побочным веществом кандидоза является ацетальдегид, который также реагирует с нейромедиатором дофамина, который может привести к чувству растерянности, неспособности сконцентрироваться, депрессии и тревоги. 4. Повторяющиеся инфекции мочеполовых путей.
Часто, когда человек испытывает повторяющиеся инфекции мочевых путей или вагинальные, кандидоз находится в корне проблемы. Многие люди не понимают, что кандидоз может также передается половым путем, а значит, вы можете распространять его вами и вашим партнерам. Частые вагинальные инфекции, инфекции мочевыводящих путей, ректального или вагинального зуда может указать на кандидоз. У женщин признаки молочницы влагалища включают толстые белые выделения, а также зуд и другие раздражения влагалища. Жжение при мочеиспускании или боли при половом акте могут также произойти. 5. Синусит. Синуситы являются общими и могут быть вызваны многими разными вещами, а это значит, как и со многими другими симптомами кандидоза, это может быть стимулирующим, чтобы точно определить корень причины. Исследование, проведенное на группу 210 хронических больных синуситом, собирая слизь из носовой полости каждого участника, испытали каждый образец для грибков и бактерий. Исследователи обнаружили поразительный результат. 96% имели грибки в их слизи. Кандида поражает пазухи в ряде направлений, в том числе повышенной заложенности носа, сезонной аллергии, насморка и даже вообще гриппоподобные симптомы. Они пришли к выводу, что все эти симптомы вызваны реакцией организма на патогенные грибы, которые вызвали иммунный ответ, который привел к синуситу, воспалению и раздражению. 6. Гормональный дисбаланс. Кандида также может привести к гормональному дисбалансу. Когда происходит кандидоз разрастания, в результате чего дрожжи распространяются еще дальше, за пределы желудочно-кишечного тракта. В качестве одного из побочных продуктов кандида фактически имитирует эстроген, что может привести к серьезным гормональным дисбалансам. Инфекция может даже вызвать ПМС, раннюю менопаузу, эндометриоз и неспособность похудеть. Если вы столкнулись с какой-либо из этих симптомов, вполне вероятно, что кандидоз является причиной ваших проблем со здоровьем. Устранение проблемы. Хорошая новость заключается в том, что существуют естественные способы лечения. Чтобы быть успешным в выздоровлении, вы должны остановить разрастание грибов кандиды. Устраните причины, которые способствуют росту кандида. Ваш первый шаг, чтобы устранить все, что вносит свой вклад в чрезмерно быстрый рост кандиды. Это включает в себя сахар, алкоголь, рафинированные углеводы и молоко. Молоко сахаролактозы, который имеет тенденцию способствовать разрастанию дрожжей. Избегайте сахара в его простых формах, как конфеты, десерты, а также алкоголь. Это потому, что кандида процветает на сахаре, и она также нуждается в более кислой среде, чтобы выжить. Продукты с высоким содержанием сахара, в том числе переработанной и рафинированной пищи, такой как фастфуд, упакованные хлебобулочные изделия, печенье и крекеры. Все это создает идеальный дом для кандида. Заменить плохие продукты на более здоровые. Замените все на продукты с большим количеством сложных углеводов, таких как органические фрукты и овощи, морковь, капуста, шпинат и сладкий картофель, бобы и зерна. Также кормите ваше тело продуктами, которые имеют здоровые жиры и с высоким содержанием белка, как пойманных лососей, семян конопли и здоровые пищевые масла. Это поможет предотвратить рост кандиды, в конечном счете заставляя их отмирать. Возьмите противогрибковые травы, чтобы помочь убить кандиды. Некоторые из лучших включают экстракт оливковых листьев, экстракт семян грейпфрута, берберин, орегано, масло и чеснок. Чеснок хорошо известен мощным противогрибковым агентом. На самом деле кандидоз не может выжить, если чеснок присутствует, что означает, используя чеснок последовательно является ключевым фактором для эффективности. Добавьте его в ваше регулярное питание или по крайней мере 1 или 2 раза в день. В дополнение к противогрибковым травам включают кисломолочные продукты в рацион, например, кефир, чтобы помочь убить кандиды. Неподслащенный клюквенный сок также помогает, поскольку это создает среду, которая делает его трудную для кандиды. Приготовление пищи с кокосовым маслом может также помочь бороться с кандидозом, благодаря своим мощным антимикробным свойствам. Сочетание каприловой кислоты и лауриновой кислоты в этом масле помогает устранить вредные кандиды, как для местного применения, так и для приема внутрь,
поэтому постарайтесь использовать его как часть вашего ежедневного ухода за кожей. Возьмите расторопшу для поддержки функции печени. Если у вас есть кандидоз, это необходимо, чтобы обеспечить вашей печени функционировать в лучшем виде. Это потому, что этот орган является фильтром организма, и когда вы устраните кандиды, она должна функционировать оптимально, чтобы помочь организму избавиться от избытка дрожжей. Кандида может повредить печень, что делает это еще более важным, чтобы дать этому органу поддержку. Расторопша помогает очистить печень от лекарств, таких как оральные контрацептивы, антибиотики и многие другие, а также от продуктов загрязнения окружающей среды, тяжелых металлов и остатков от лучевой терапии и химиотерапии. Следуя этим советам, вы можете помочь вашему организму восстановиться при создании среды, в которой кандидоз не в состоянии процветать. Будьте здоровы!